Ахран, на днях было заседание сессии парламента, и депутаты обсуждали исполнение бюджета 2023 года. Отчитывался министр финансов и вице-премьер Владимир Делба. Он озвучил основные показатели бюджета 2023 года и охарактеризовал его как успешный. Но там же выступил заместитель председателя контрольной палаты, которая делала анализ исполнения бюджета. И он сказал о том, что большой недобор по налогам в бюджет и низкий уровень администрирования налогов. Он сказал, что отмечен ряд нарушений, которые изложены в заключении контрольной палаты. Как бы вы оценили бюджет и кто из них прав, как по-вашему? Права, конечно, контрольная палата. Бюджет последние 4 года исполнительная власть формирует как удобно им. Это как? Они изначально занижают показатели, потом они якобы план там перевыполнили, преподносят это как какой-то успех. Там и ряд депутатов критиковали исполнительную власть по большому недобору в бюджет. А бюджет страны, он должен формироваться из реальных показателей. Это показатели Национального банка по денежному обороту, это показатели внутреннего производства, это показатели импорта-экспорта. Это все, скорее всего, контрольная палата учитывала, и оценка такая, что администрирование низкое. Хотя исполнительная власть и глава государства об этом часто говорит, что улучшилось администрирование. Если администрирование улучшилось, денег в стране в 3 раза больше, то и бюджет, наверное, должен быть в 3 раза больше. По косвенному анализу наш бюджет уже должен быть на 7-8 миллиардов рублей больше. И когда наше правительство говорит, что на 1 миллиард с чем-то больше денег собрали, собирать надо на 7-8 больше. И тогда это был бы успешный бюджет. А на самом деле я возвращаюсь к тому, что это неправильное планирование доходов бюджета. Ахра, когда вы говорите, что бюджет должен быть на 7-8 миллиардов больше, на чем основано это ваше замечание? Оно основано на данных Национального банка. Денежный оборот в стране увеличился более чем в 3 раза. Сколько он составляет? За 2023 год 143 миллиарда рублей. Было в 2020 году 54 миллиарда. Но резко вырос импорт. Почти в 3 раза. За счет чего? За счет притока туристов. У нас почти 3-кратный рост по турпотоку, 3-кратный рост импорта, 3-кратный рост денежного оборота, а бюджет вырос там на миллиард с чем-то. Поэтому, конечно, депутаты будут недовольны. Контрольная палата дает заключение отрицательное. Получается, что в 3 раза упало качество администрирования по налогам. Оно не выросло, оно не улучшилось, оно ухудшилось. И слава богу, что об этом говорит контрольная палата. Чем вы объясняете, почему это происходит? Это происходит в первую очередь потому, что ныне действующая власть не занимается реформами никакими. В практике мировой бизнес всегда стремится к тому, чтобы платить меньше налогов. И для того, чтобы минимизировать ходы всевозможные по уклонению от уплаты налогов, исполнительная власть в постоянном режиме в современных странах занимается реформами. У нас за последние 4 года, вы помните хоть одну реформу? Нет. Поэтому мы сегодня имеем отрицательные результаты падения уровня жизни граждан на фоне резкого роста цен и недовольства народа. И кроме исполнительной власти некого винить. И плюс к тому, что звучала цифра, что более 60% доходов республиканского бюджета – это налог на добавленную стоимость, НДС. Возникает вопрос, а если бы не был реформирован НДС в 2015 году, ныне действующая власть вообще что бы делала? Как она бы латала эти дыры, которые сейчас, они практически везде. Что мы имеем за эти 4 года? Рост существенных доходов населения имеем. Средняя зарплата нищенская. Пенсия, она даже не знаю, как ее характеризовать.
помощь многодетным матерям, там вообще 2-3 тысячи, это о чем? Результаты правительства за эти 4 года везде отрицательные. И до сих пор они идут на тех реформах, которые были проведены в 2015-2016 годах. Это реформа НДС, это реформа спецналога. Перед страной сейчас стоят такие колоссальные задачи. Я даже не знаю, вот, какая команда может справиться с очередным нагромождением колоссальных проблем. Ахра, выступая в парламенте и отчитываясь о бюджете, Владимир Делба сказал о том, что львиная доля бюджета наполняется за счет налога на добавленную стоимость. Было такое впечатление, что действующая команда, и он как представитель действующей команды, вообще не помнят ту кампанию борьбы с НДС, которую они проводили, будучи в оппозиции. Что бы вы на это сказали? Справедливости ради, я хочу сказать, что Владимир Делба был за реформу НДС, еще даже когда президентом был Александр Золотинскович Анклав. Здесь речь идет о другом. Политические лидеры – это те, которые возглавляли оппозицию. Некоторые из них даже на митингах стояли с бизнесменами и выступали. Все мы это помним. Я бы все-таки хотел сконцентрировать свое внимание не на высказываниях Владимира Делба, а на высказываниях президента. Он недавно давал интервью и сказал, что бюджет за эти годы вырос на 104%. За 4 года 104% – это отрицательный результат. Я знаю, что некоторым не нравится, когда мы вспоминаем 15-16 год, когда бюджет вырос более чем на 300%. Не на 100 за 4 года, а за 2 года на 300. Если это было бы достижение, люди были бы довольны. Люди спокойно платили бы за свет, за воду. Вот один простой пример. В 2023 году фонд заработной платы всей Абхазии составил 15 с небольшим миллиардов рублей. Из 15 миллиардов рублей тарифы, вот если все платили бы за свет, люди должны были бы заплатить около 5-6 миллиардов. Это почти половина всех доходов граждан. Ахран, мы с каждым днем приближаемся к президентским выборам, которые пройдут в начале 2025 года. И если смотреть в перспективе на ситуацию в стране, какие задачи, вот с вашей точки зрения как экономиста, должны ставить кандидаты, к решению каких задач они должны стремиться? Я бы, во-первых, выразил бы вам лично благодарность. Вы, по-моему, сегодня единственный журналист, который ставит вопросы и напоминает, что скоро президентские выборы. Это абсолютно правильно. Дело в том, что нельзя президентскую кампанию проходить за 2 месяца, потому что народ не успевает разобраться. Президентская кампания должна, как в других странах, начинаться минимум за полгода, для того, чтобы люди могли озвучить свои программы, показать свою команду. Задачи перед нашей страной стоят колоссальные. Вопрос номер 1 – это демография. Наша малочисленность является причиной того, что угроза по лишению нас свободы и суверенитета не снимается. В этом свете первый вопрос – это поднять доходы граждан. Средняя зарплата должна увеличиться минимум в 3 раза. Это очень тяжелая задача. Если увеличим зарплаты до 60, до 70 тысяч, как у наших соседей, хотя бы приблизимся к ним, увеличится пенсионный фонд, мы будем решать вторую задачу. Это повышение пенсии до 20 хотя бы тысяч. Чтобы эти задачи решить, мы должны увеличить экономику минимум в 2,5 раза. Если у нас денежный оборот в стране сегодня условно 150 миллиардов рублей приблизительно, мы должны довести до 300 миллиардов рублей. И ключевая задача, нам надо поднимать производство. Производство, если в 2020 году было 7 с чем-то миллиардов рублей, сейчас около 7,8 миллиардов. Мы не можем переступить этот порог. Поэтому у нас такие проблемы в экономике. У нас не растет экспорт, он тоже в районе 7 миллиардов рублей. Это основной показатель бездействия исполнительной власти. Отсутствие реформ, когда у вас не растет собственное производство. Для того, чтобы это решить, те, кто претендуют на власть, должны полностью реформировать экономику, которая будет способна обеспечить рост собственного производства. Чья команда с этим справится, как она будет этот вопрос решать,
И один из ключевых вопросов – это насыщение деньгами нашей экономики, это увеличение капитала Национального банка, будут ли привлечены рубли, или это будет решаться вопрос через национальную валюту, АПСАР. Вот эти все вопросы должны быть отражены в программе. Если мы не поднимем собственное производство, то говорить о том, что будет вопрос решен хотя бы даже по одному направлению, это просто будет очередной обман народа. Я приведу вот несколько цифр для понимания. Да. Для того, чтобы у нас были пенсии хотя бы в районе 15 тысяч рублей, у нас фонд заработной платы должен вырасти более чем в 6 раз. Фонд заработной платы, если у нас 15 миллиардов рублей, мы его должны доводить до 90 миллиардов. А за счет чего? За счет открытия новых предприятий. То есть количество работающих должно увеличиваться. Это реформирование подоходного налога. То есть все доходы должны быть под контролем государства. У нас сегодня цифры работающих и получающих доходы не все учтены, контроля полного нет. И об этом часто говорят депутаты парламента. А что мешает Ахра взять под контроль все доходы граждан и какие реформы для этого нужны? Нужно принять закон о валютном контроле. Он первое чтение прошел, уже 8 лет мы это обсуждаем. Второй закон – реформа подоходного налога. На сегодняшний день налог платится валом, то есть Министерство по налогам не имеет информацию, кто именно плательщик подоходного налога. Нам нужно переходить на персонифицированный учет. Для этого нужно провести реформу, и тогда Министерство по налогам будет знать, например, что если Институт экономики заплатил подоходный налог, то он будет платить за Ахру Аристава. То есть они будут видеть имя, мою фамилию, мой идентификационный номер, и они будут знать, что я являюсь плательщиком подоходного налога. То есть будет прозрачно это обеспечено. И это будет способствовать борьбе с коррупцией. То есть уже невозможно будет купить дом или купить машину, и при этом тебя нет среди плательщиков подоходного налога. То есть вот эта реформа, она очень тяжелая. Но без этой реформы мы не сможем перейти к пенсионной реформе. То есть они все взаимосвязаны. И реформа, которая переведет и бизнес тоже в категорию малый, средний, крупный, это позволит учитывать движение денег раз, движение товаров два. У нас дошло до того, что российскими картами оплачивают предоставленные услуги и проданные товары на территории Республики Абхазия, то есть на российский счет. Деньги вообще в Абхазию не заходят. Но эти деньги прошли оборот. Но доказать, что это за деньги, какие это деньги, касается это Абхазии или нет, этого инструмента у Министерства по налогам и сборам нет. У Министерства по налогам и сборам, у отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД и СГБ эти инструменты у них должны быть для того, чтобы в стране была справедливость. У нас есть налоговое законодательство. Если гражданин Абхазии налоговое законодательство нарушает, это значит, что пострадает учитель, пострадает врач, пострадает тот же сотрудник налоговой, офицер, защищающий родину. У него не будет расти зарплата, пострадают пенсионеры, пострадают многодетные мамы, которым нужна помощь. И вот эти вещи все, обеспечивающие справедливость, все эти реформы, эти 4 года никто этим не занимается, ни в каком виде. Этим должны заниматься, согласно Конституции, глава государства и правительства. Для того, чтобы эти вопросы решить, мы должны откровенно с друг другом разговаривать. Это создает условия доверия. Это же самое важное, чтобы люди друг другу верили, и в итоге потом вместе граждане страны могли эти проблемы решить и преодолеть.